Согласно вступившей в силу поправки Федеральный закон о транспортной безопасности, деятельность пассажирских перевозчиков в нашей стране теперь находится в полном ведении муниципалитетов. Органы местного самоуправления полномочно определяют подрядчиков и составляют карты маршрутов, исходя из потребностей населения. Результаты конкурса на право осуществления пассажирских перевозок были обнародованы в начале месяца. Согласно полученным данным, 10 из 5 городских и 6 сезонных садовых направлений отошли Сибайскому АТП, филиала предприятия «Башавтотранс». И всего один маршрут доверен частному автопарку. Мы участвовали в 11 лотах, в 10 стали победителями. Значит, ну что сказать, продолжим работу на данных маршрутах. Будем также осуществлять социальные перевозки. На сегодняшний день практически на 80% обновился подвижной состав на городских маршрутах. Также планируется пополнение, значит, парка. Обновление также еще парка для работы на городских маршрутах. Всего при составлении маршрутов было рассмотрено 15 заявок. Среди них одна, принадлежащая индивидуальному предпринимателю Балапанову. Он лично решил прокомментировать сложившуюся ситуацию и связался с нашей съемочной группой. На рынке пассажирских перевозок Сибая Радик Галеевич оказывал услуги в течение последних 4 лет. Сегодня его автопарк насчитывает 8 единиц техники. Имеется регистрация, отчет о налоговых выплатах, свидетельство о регулярном прохождении технического осмотра. Но нет самого важного в перечне документа, заверенной муниципалитетом карты маршрута. По мнению бизнесмена, установившийся порядок пассажирских перевозок не учитывает не только его личные интересы, но также интересы горожан, его постоянных клиентов. Именно без карты маршрута деятельность перевозчика признается нелегальной и облагается административным штрафом в размере 5000 рублей для водителя и 30 тысяч для владельца частного автопарка. Данная мера полностью перебивает ренту и, по мнению авторов, выступает гарантом соблюдения законных правил. Пообщались с жителями поселка Южный, мы ездим по маршруту номер 5К. Они все жалуются, нас просят, когда же вы выйдете на работу туда-сюда, но мы выехать не можем, потому что у нас нет маршрутных карт. По часу, по полтора стоят на остановках люди тоже, и их жалко, как-то мы работали, перевозили, вроде было все нормально. Официально поправка в федеральный закон была принята 15 июля 2015 года. Спустя год она вступила в полную силу. По замыслу авторов законопроекта время достаточное, чтобы позволить предприятиям привести в порядок подвижную базу. О том, как хорошо смогли подготовиться сибайские операторы, судить, конечно, комиссии. Однако не может не вызывать вопросов тот факт, что преобладающее количество городских маршрутов передано в обслуживание одному предприятию. Привлечение большего числа перевозчиков способствовало бы уплотнению графика на отдельных маршрутах и, как следствие, удобству самих пассажиров. Но это, как водится, обратная сторона медали. Целесообразность принятого решения оправдана принципами экономической ренты, которые позволяют поддерживать транспорт в подобающем состоянии и в данном случае напрямую зависит от пассажиропотока. Потому, как комментирует официальная сторона, основной задачей конкурса было привлечь на городской рынок ограниченное число состоятельных извозчиков. А Сибайское АТП – единственное в городе специализированное автопредприятие, которое имеет необходимую базу. С 2014 года местному филиалу «Башавтотранс» удалось значительно обновить подвижной состав. Оно получило в пользование порядка 19 новых автобусов и в состоянии обеспечить бесперебойное движение транспорта в рамках установленного графика. Однако, как выяснилось, выходить строго ко времени и ждать часами автобуса отвыкли даже постоянные пассажиры. Когда «Газели» ходили, прекрасно было, а сейчас автобусы битком набитые, тяжело добираться. Вот я, например, чтобы завтра поливать, еду сегодня. Переночую, а завтра утром я не смогу попасть в автобус. Ситуация не нормализовалась? Нет, так и ходит вот АТПовская двойка, вот этот 1 час. Это в час 1 автобус ходит. Вот как можно попасть туда? Вот сидят там люди, ждут. Расписание не вешают. Мы не знаем, когда придет. В общем, очень плохо там. Мы на базар пришлось такси звонить с матерью, старенькой матерью, 80 лет. На базар пришлось нам такси вызывать. Я хотела с часовым автобусом уехать 6 часа. Что-то его нету. А раньше можно было через каждые полчаса уехать.
А сейчас уже будет скорость? На газель. Сейчас уже час где-то. 40 минут. Наибольшее беспокойство у сибайцев вызывает осенний период. Уже в следующем месяце с началом нового учебного года существенно возрастет пассажиропоток из микрорайонов города. Позднее с наступлением холодов станет невозможным простаивать на остановках и подолгу дожидаться автобусов. Сумеет ли АТП принять на себя сезонный удар и удовлетворить потребности горожан, для которых общественный транспорт – единственный и основной способ передвижения? Руководство сибайского филиала Башавтотранса уверяет, что для этого будут приняты все необходимые меры. Ежегодно с 1 сентября происходит увеличение пассажиропотока. Соответственно, графики должны увеличиваться, интервал за один оборотный рейс должны сокращаться, так как растет пассажиропоток. На сегодняшний день все это планируется, и могу с уверенностью сказать, что к 1 сентябрю количество единиц техники на городских маршрутах в разы увеличится. Могу сказать конкретно, что по 5-му маршруту однозначно единицы будут добавляться автобусов. Вот. Ну, дальше там уже по плану и по изучению пассажиропотока. Как выяснилось на деле, поправки в закон о транспортной безопасности наделали много шума не столько у перевозчиков, сколько у пассажиров, добавив к их ежедневным хлопотам длительное время ожидания на остановках. Но это одна чаша весов. На другую можно смело положить безопасность передвижения по городу с легальным перевозчиком, который несет ответственность за любой риск на дороге. Какая из них перевесит – личное дело каждого. Ринат Музафаров, Елена Афанасьева, Азамат Галин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.